Я сейчас нахожусь в Уральске, за моей спиной находится следственный изолятор, который находится в районе остановки фабрика Диана. Его еще называют следственный изолятор на Кларе, тюрьма на Кларе, еще называют Хархтруба. В общем, почему я здесь нахожусь? Потому что именно в этом следственном изоляторе уже около 14 месяцев находится Эльвира Яркибаева. Если вы не знаете, кто такая Эльвира Яркибаева и почему я посвящаю ей это видео, вам достаточно просто в гугле забить Эльвира Яркибаева, Уральск, уголовное дело. И вы узнаете, что молодая женщина из Уральска, вернее из Аксая, долгие годы подвергалась бытовому насилию со стороны своего мужа, который ее сбивал, пытался даже убить. А когда она просила помощи у полицейских, вместо этого она получила уголовное дело. Полицейские обвинили ее в том, что она якобы хотела заказать убийство своего мужа. И сейчас я нахожусь здесь, потому что я обращаюсь ко всем, кто смотрит это видео. Вы можете поддержать Эльвиру Яркибаеву. Для этого ничего трудного не надо, для этого не нужно предпринимать каких-то долгих действий, трудных там, и так далее. Достаточно просто отправить сюда на адрес следственного изолятора письмо поддержки Эльвире Яркибаевой. Сейчас мы узнаем, как это делается. Я сейчас сам первый раз сюда пришел. Ну вот, собственно, я написал письмо. Вот такое вот оно. Вот конверт, который мне дали. Здесь покупаешь конверт на почте. Здесь пишите от кого. Это я свой адрес написал. Здесь пишите кому. Эльвира Яркибаева, Республика Казахстан, город Уральск. Режимное учреждение номер 74. Улица Мухита, 124. И индекс 09302. Вот как мне объяснили, индекс у них такой. Сейчас будем запечатать конверт и будем отправлять. Вот после того, как приклеена марка, сотрудник почты сверху ставит штемпель. И все, письмо сейчас уйдет уже дальше по инстанциям. В общем, вот, я вышел из Казпочты, заняло все это от силы минут 15. Пока я написал письмо, там, подождал в очереди, чтобы они приняли мое письмо, то все, минут 15 это заняло, наверное, от силы. Мне дали вот такой квиточек, что мое письмо приняли. Это простое письмо, не заказное письмо. Поэтому доставлено оно будет теперь уже в понедельник, потому что сегодня пятница. Ну вот, как бы такая история. Поэтому прошу вас всех, если вы поддержите Эльвиру, то нет ничего трудного, вам достаточно сделать те же самые простые действия. Вам не нужно идти в следственный изолятор, повторять за мной весь этот путь. Вам достаточно прийти на ближайшее отделение Казпочты с уже написанным письмом. Дома его нужно написать, потому что здесь бумагу могут вам не дать и ручку. Здесь вы получите конверт, запечатаете в конверт, заполните от кого, кому. Вам здесь оплатите это письмо, там что-то 100 с чем-то тенге, ну копейки вообще. И все, они принимают у вас письмо и отправляют дальше, и письмо получает Эльвира. Так что, если вы поддержите Эльвиру, нет смысла писать ей слова поддержки в интернете. Она этого не увидит, она этого не прочтет, и от всего этого никакого толка нет. А вот если вы начнете писать письма поддержки, вот такие бумажные, это будет иметь гораздо больший эффект. Ну и самой Эльвире будет приятно в этих серых, однообразных тюремных буднях, где нет ни телевизора, ни радио, ни газеты не приносят ничего. Она будет получать хотя бы такие письма, сообщайте новости, что происходит в городе там, и так далее, и вот отправлять.